Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев не раз давал своих поручений по внедрению и развитию национальных видов спорта, в том числе и казак күресі. В целях исполнения поручения президента страны спортивным комитетом Министерства обороны была проделана объемная работа. Благодаря поддержке руководства СИЗМ, при поддержке министра обороны и активной работе спортивного комитета Минобороны, Казахстану было поручено провести первый в истории чемпионат мира в 2025 году по казак күресі. Это стало возможным после успешной презентации в 2024 году на Генеральной ассамблее СИЗМ в Танзании, где был представлен доклад о значимости казак күресі, партнерстве СИЗМ. Данному турниру придается международный статус и открывает путь к включению в глобальный календарь СИЗМ. Ну, собственно, СИЗМ – это Международный совет армейского спорта. Он создан в феврале 1948 году. Штаб-квартира его находится в Брюсселе, Бельгии. Это одна из крупнейших авторитетных организаций спортивных, куда входит 140 стран мира. В СИЗМ организует соревнования по более 20 видам спорта. Организация стремится развивать спорт среди военнослужащих, использовать его как мощное средство для укрепления мира и взаимопонимания между вооруженными силами разных стран. Казак күресі формирует физическую силу, волю, боевой дух. Это ключевые качества для воина. Национальный вид борьбы с древних времен используется для подготовки. Соревнования способствуют укреплению связи между вооруженными силами разных стран, популяризируя военный спорт. Развивая казак күресі среди военнослужащих, мы видим в нем мощный инструмент для формирования защитников Отечества. Это выносливость, дисциплина, стратегическое мышление, уважение к сопернику. Проведение данного первого чемпионата – это большая возможность для подрастающего поколения страны, а именно для сельских в основном ребят. Это событие представляет шанс больше узнать о вооруженных силах Казахстана, получить мотивацию к службе, найти свое место в рядах вооруженных сил и других воинских формирований, что способствует спортивному, так и социальному развитию. На сегодняшний день казак күресі культивируется во всех регионах страны. По статданным, количество казак күресі занимается более 160 тысяч человек. Из них 8-7 тысяч в сельской местности. Это хорошая возможность, именно, я повторяюсь, для сельских ребят, для ребят регионов страны быть востребованным и развивать также как военно-прикладной вид спорта в вооруженных силах. Первый международный турнир по казак күресі среди военнослужащих, который укрепит авторитет Казахстана, вооруженные силы и будет способствовать развитию данного вида спорта. Турнир под эгидой СИЗМ может стать главным шагом во включение казак күресі во всемирные летние игры, которые пройдут в 2027 году в США. Признание казак күресі в СИЗМ – это большой шаг к олимпийскому развитию данного вида спорта. Площадка СИЗМ – это важнейший инструмент для популяризации национального вида спорта. Мы проводили мастер-классы и презентации по казак күресі в Иране, Шри-Ланке, в Китае, демонстрируя уникальность нашего вида спорта. Главным подтверждением, наверное, можно сказать, это поддержка Российской Федерации, которая планирует провести второй чемпионат мира по казак күресі в городе Москве в 2026 году.
Российская Федерация планирует провести первый чемпионат мира по самбо и второй чемпионат мира по казак-крюсу, что способствует признанию и развитию данного вида спорта, оказывая финансовую поддержку со стороны Российской Федерации. Это знак растущего интереса и важный шаг включения казак-крюса в постоянный календарь СИЗМ, что является нашей долгосрочной целью. Более 30 стран подтвердили участие на данном турнире. Ожидаем около 40. Среди них Иран, Турция, Бразилия, Китай, Россия и другие. Даже страны без федерации данного вида спорта, например, Гана, Молдова, выразили желание развивать у себя казак-крюс. Уровень высокий, особенно у стран с развитой школой борьбы. Ожидаются новые имена, яркие выступления, схожесть техник с дзюдо, с вольной борьбой. Казак-крюс помогает адаптироваться участникам. В настоящее время наша сборная, которая сформирована из нескольких государственных органов силового блока, прошли несколько этапов сборов. В марте в Алмате на базе учебно-тренировочного центра ЦСКА был проведен масштабный отбор среди силовых структур. В состав сборной вошли спортсмены Вооруженных сил Республики Казахстан, а также службы государственной охраны, Министерство внутренних дел. Наша сборная, я уверен, достойно представит и выступит на данном чемпионате. Приглашаем стран-участников СИЗМ в нашу страну, Казахстан. Этот чемпионат станет символом дружбы, уважения, культурного единства. Это новый этап развития в СИЗМе именно как национального вида спорта. Мы гарантируем честную борьбу, гостеприимство, высокий уровень организации. Пусть это событие станет началом нового этапа развития казак-крюса как национального вида спорта в вооруженных силах нашей страны.